Для многих жителей города этот день стал настоящим праздником. Вернуться в воду после 1,5 лет ожидания бесценно. Но чтобы этот праздник стал возможным, строителям и проектировщикам пришлось буквально переродить Сулус изнутри. А началось все с серьезной реконструкции в мае прошлого года. Ну, дело в том, что, значит, была проектная ошибка. Вот, проектировщики, которые делали, и он не смог, значит, выдержать те нагрузки, которые у нас есть. Это наши климатические условия, вечная мерзлота и так далее. Но все это мы уже прошли. Вот, сейчас объект восстановлен. И разница в том, что, значит, усилены эти стойки, на которых стоит бассейн. Вот, и надеемся, что, значит, вообще усилено все как бы несущее оборудование. Мы привыкли, что в бассейне есть обычная стандартная глубина. Но здесь, в обновленном Сулусе, есть фишка, которая может понравиться каждому. Если в начале глубина 1,40 м, то в конце глубина 1,80 м. Такой плавный переход поможет детям, тем, кто не умеет плавать, ну и, конечно же, пожилым, кто может заниматься аэробикой, например. Однако комфортная глубина – это только начало. Здесь находится самый большой в городе детский бассейн, который будет принимать детей без родителей от 4 до 7 лет. В малой и большой ванне у нас имеется кресло для инвалидов. В малой ванне у нас проводятся секции по плаванию. То есть мы принимаем детей от 4 до 7 лет с тренерами по плаванию, их обучают азам плавания и приучают к воде. Ну, конечно, бассейн очень важен для жителей Гагаринского, Мархинского округа, потому что в этом районе такого спортивного комплекса большого нет, потому что плавание – это один из видов спорта, который самый эффективный. И вот так, пройдя через вынужденный простой и масштабную реконструкцию, Сулус не просто вернулся в строй. Он стал современнее, безопаснее и удобнее для всех категорий посетителей. От самых маленьких до людей с ограниченными возможностями здоровья. И теперь у жителей целого района снова есть свой спортивный и оздоровительный центр. Дарья Короленкова, Аэлита Махно, Якутск.